День третий. Холодильники. Посмотрим сейчас, как у нас обстановка. Вот он всю ночь простоял отключенный. Все замороженное. Ну, не прямо как колотушки. Ну, нормально. Ничего не растаяло. Все. Можно спокойно вести дальше. 2 дня, конечно, он в отключке не выдержит. Поэтому надо будет что-то делать, если на 2 дня будем оставаться. Итак, доброе читинское утро. Мы проснулись в 4 часа. Ну, я в 3 часа проснулась. Очень хорошо поспали сегодня. Легли в 6 часов, наверное. Ну, потом проснулись. Потом просыпались, да, там через какой-то там, кто через 20 минут, кто через час. Ну, отлично выспались. Я в 3 часа проснулась, все прям бодрячком. Повалялись еще, поболтали. И вот время 4:45, мы выезжаем из Читы. Вчера очень вкусненько поужинали, сходили в магазин. Тут магазины рядом всякие разные. Тут светофор есть. Думали туда зайти воды купить. Но когда увидели, какой он огромный и сколько там народу, решили, что ну его нафиг. Зашли в маленький магазинчик продуктовый и купили там воду, напитки. Так, тебе в Роснефти кофе брать? Нет, там не вкусно. Чай? Нет. Сейчас будем заправляться на Роснефти. Посмотрим сейчас, сколько здесь 95-й стоит. 88 стоит у всех. Нет, не работает. Но зерно для тех, кто в пути. Пустая заправка. Да, первый раз нам. Нет, мы ночью даже так. Поверните направо, а затем поверните налево. 60, 95 стоимость 95-го бензина на кафе, на Роснефти. Взяли френч-доги на заправке и кофе. Кофе, кстати, у них вкусный стал. В прошлом году ужасный был, отвратительный на Роснефти везде. Сейчас взяли прям вкусненький. Тебе вкусненько? Держитесь левее, а затем круговое движение. Второй съезд. Дальнобойщики еще спят. Время 5:30. Лайфхак. Хочешь дальше проехать сзади, не езжай пораньше. Ага. Вот, изредка попадается. Это второй, по-моему, да? Перед нами. За 50 километров. Так, тут капитальный ремонт до 26-го года. Тут, кстати, тоже не очень хорошая дорога была такая вся. В огрызках каких-то. За Читой. Ну да ладно. Переживем. Говорит, обгоняют, тут сплошная линия. Ага. Сплошная. И будем мы обгонять через сплошную. Ну вас нафиг. Шпатыкин. Смеемся, едем, вспоминаем. По Забайкалью, по-моему, уже ехали. Ну да, уже по Забайкалью. Перед Читой. Такие смешные названия. Ручей Дуралей. По-моему, это еще в Амурке было. Жибковщинская. Вот сейчас река Жибковщинская. Или ручей. А может, ручей, река, наверное. Ага, значит, ручей Шпатыкен. Такое название классное, Шпатыкен. Ручей Шведый. И еще что там было? Зугурзун какой-то, Зугурзун. Так смешно, непривычно, когда такие названия. Ну, а люди, которые к нам в Якутию приезжают, они тоже смеются над нашими названиями. Что далеко ходить у нас? Сын недавно сказал. Мы, говорит, нам нужно съездить в Тулагино. Мы говорим, куда? В Тулагино. Так красиво звучит, прям какое-то заграничное название. Оказывается, это просто Тулагино.
Почему его не назвали Тулагина? Мы же сами захотели туда съездить. Вот. Ну, едем дальше. Тут особо показывать нечего. Дым стоит везде. Желтые поля. Показывает обгоняй. А у него там хоп и гаишник сидит, да? В кабине. Уже я тебе на хвосте мешаю, да? Пока не хочу обгонять, сплошная, мало ли. Прямо везде цветут. По всей видимости, это черемухи. Я не знаю, что это. Моя черемуха, наверное, тоже дома зацвела. Надо у детей спросить. Красота! Тебя не было 2 дня. Беленький. Но она же набрала цвет. Она вот должна была зацвести как раз в субботу-воскресенье. Слушайте, интересно так вот едем, да? Смотрите, вода везде стоит. Прямо много-много бутылок кучками стоят, наполненные водой. Ну и тут вот опять баллон даже. Да, с такими масштабами это вообще просто мизер. Ну да. Страшно, конечно. Вся вот правая сторона просто вся черная, туда конца и края не видно. Все выпалили. Шибко. Жибкоша. Ну вот названия вообще смешные. Они Жибкоша. шипящие. Вот опять, посмотрите, кучками прямо стоят баллоны с водой. А здесь 3 всего и маленький такой, это же надо, кто-то принес. Вот опять 2 кучки. Интересно, а что, зачем они их сейчас поставили, если тут уже все Здесь, сгорело? видимо, сильно горит. Едет, кто-то вот так вот собирает, кто-то разлаживает, я фиг его знаю. Что-то Ну, интересно, тут вообще чересчур. всё. Ну, здесь, видимо, вот как раз горит. Офигеть. Вот, короче говоря, в Забайкалье весь контент в этом, в дыму. Страшно. Блядь, как этот дым сейчас нам шкурит машину с пеплом. А ты не сняла пепел на стекле? Нет, я не сняла, потому что было темно. Мы когда вышли утром с гостиницы, у нас на стеклах, на капоте пепел везде лежал. Но уже такое у нас же было. Где у нас такое было? В Якутске. В Якутске? А, точно, дома на машинах пепел лежал. Утром выходишь на машину пепел. Когда горело вот сильно все лето. Да уж. Все вообще, все Забайкалье сгорело нахрен. Бедные птички. Да вообще бедные животные. Куда им деваться? Там сгорело, там сгорело. Куда они, бедные, убегали? Даже бежать-то некуда. По идее, уже солнце, наверное, должно вставать. А его не видно. Это вороны. Маленькие они у них какие-то. Ворона. Да у них вообще все птицы маленькие какие-то.
будто дети. То ли дело у нас жирные вороны, жирные воробьи. А ты видела детей воробьев? Нет. Только клювы. В смысле? Ну, в гнезде. Наверное, это были воробьи, не знаю. Ну вообще-то видела в детстве, когда-то же мы подобрали воробьев. Нас потом ругали, что мы их в руки взяли. Что их мама из-за нашего человеческого запаха их бросит теперь. Их помыли потом после света. Не знаю, не помню. Это в детском саду было. Сковородку съели, наверное. Там же есть-то нечего. Ну, в перепелках тоже. Речушка какая-то. Ну, лужа. Самолет Б-200 же здесь не сядет, то есть не наполнит танки водой. А здесь нету речи, где наполнять. Ну, слушай, помнишь, мы на самолете, когда летели, какое-то водохранилище большое такое было, ну, водоем какой-то, огромный какое-то озеро. А интересно, этот Это, по-моему, Б-200... Благовещенский мы Нет, видели. нет, сюда же в Читу приземлялись. Да? Ага. Я просто к тому, что у этого Б-200, интересно, какая-то определенная глубина должна быть? Конечно, блин. Так прикинь, он фюзеляжем чиркнет по мели и все. И сядет на мель. Ну вот просто тоже вчера в гостиницу, когда приехали, девушка-администратор говорит, вот, заколебал, говорит, этот дым уже. И, говорит, все обещают, говорит, никак потушить не могут. Искусственные дожди тут вызывают, говорит, они не вызываются. Они у нас идут. Самолет, говорит, должен был прилететь, не прилетел. Вот я еще тогда подумала, думаю, странно, блин, а где им тут воду черпать? Наверное, есть где, если ждали самолет. Ну, наверное, как-то машинами наполняют. Блин, взлет, посадка тоже. Ну это да, это... ну кстати, да. В Якутске же наполняют, именно, я помню, водовозки возили. Раньше. Позволяют. Да, ну и что вот этот самолет, сколько у него там кубов, интересно, 200? Кубов 200, наверное, не больше. Да ну, каких 200, ты чё? Меньше? Больше. Больше? А что его Б-200 назвали тогда? Хер знает. Может 200. Я вот, честно говоря, не помню сколько. Когда я еще работала, мне эта информация нужна была, я ее помнила. Сейчас она мне не нужна, поэтому я не помню. И тоже вот, ну что, скинул он даже, пускай там 200 там, или сколько кубов. И потушил вот такой вот маленький участочек, наверное, и все, да? Ну они же не на траву, наверное, сбрасывают, по-любому на лес. Собьет, ну. Спите, спите, дальнобойщики. Дальнобойщики. Отдыхайте. Да, мы уже 120 километров прошли. Ого. Чернослив, чтобы ты покакала. Я это все вставлю в ролик. Пой-пой про чернослив. Авторские права тебя забанят. О, смотри, дыма нету. Да ну нафиг. Как такое может быть? А вон мужик идет, все подушил. Гуляет, ну. Воздух набирает полными легкими. Видишь, под мышкой несет. Фу, прямо аж дышать легче стало. Резко так бах. И дым весь куда-то девался, далеко отошел. А вон свалка дымится. Что тут столько много свалок, я ничего понять Ну, я не тоже могу. хотел Это сказать, какие-то засранцы, несанкционированные, что ли? Посмотри, прямо там вон весь лес в этих кучах мусорных. И черемухи везде цветут. Прям березки зелененькие, аж глаз радуется.
Тятки плавают, уточки везде. Просто столько луж, я не знаю, это озера или что, вдоль дороги. И очень много уток плавает. Ну, как только достанешь камеру, включишь, они не плавают. Они плавают тогда, когда мы просто рот раздеваем. А еще по левой стороне очень много каких-то птиц ходит. Я не знаю, кто это. Журавли, наверное. С длинными шеями, на длинных ногах. Цапель. Может, цапли, не знаю. У нас такие не водятся, поэтому мы не различаем, как их фамилия. И тоже отсюда неудобно туда влево снимать. Когда близко проезжаешь, их видно, а издалека не видно. Вроде как будто палки какие-то торчат из травы. Вообще утром интересно ехать рано, когда еще движение небольшое, видать, все птицы как раз здесь тусуются вдоль дороги. А потом уже днем их не видно, потому что шум. Ну, вот время 7 часов, уже потихоньку начинают просыпаться машины. Поехали. 220 километров проехали вроде так легко. Ну да. Сейчас еще дыма нет, прям повеселее стало и дышать приятнее. В дыму все-таки, оказывается, тяжело ехать. Вот уже тут видно стало всю красоту багульника. Тут позеленее, поприятнее. Машину эту уберите с экрана. Пульт не могу найти. Прям вот можно, да, точно. Обещаешь, да? А здесь уже запрещено. Прямо много-много багульников по бокам. Тоже вглубь туда уходит вся эта красота фиолетовая. Не фиолетовая, какая сиреневая, не знаю, какой это цвет. Фуксия. Меня, кстати, спросили, он пахнет? А я не знаю. У нас-то багульник пахнет, но я никогда не видела, как он цветет. Он низкорослый, не такой высокий, как здесь. Поэтому, Антон Геннадьевич, придется вам остановиться, понюхать багульник. Как вы смотрите на это дело? Машин поменьше. Пока не могу. Не могу, говорит, извините. Не могу понюхать багульник. Обалдеть. Вот в этом вся прелесть поездки на машине. То, что ты едешь, и все время картинка меняется. Где-то красиво, где-то страшно. Я про пожары. Интереснее, чем на самолете. Что на самолете, блин? 7 часов ты в Сочи. Прилетел через 3-4 дня, уже надоело. Летишь обратно. Ну, через 3 дня, конечно, летишь обратно. Но максимум, сколько мы были в отпуске, 10 дней, уже потом тяжело. Нас хватает на 10 дней на одном месте. Меня не хватает. Тебя не хватает? Нет, ну как не хватает? Хватает через силу. Поэтому наш отдых — это движение.
и катим. Поэтому мы так решили далеко поехать, чтобы провести время, чтобы было интересно все посмотреть. Еще и с родными друзьями увидеться. Ох, сколько много тут спит дальнобойщиков. Кто-то он уже уцарапывается. Поеду, говорит, работать. Хорош спать. В воскресенье могли бы поспать подольше. Им какая разница? Едут-то едут круглосуточно. Хилок, 91 километр. Тут ремонт дороги, написано 13 километров до 26 года. Это кто, интересно, чей? Что ты, блин, еще поморгал. Ребят, приносим свои извинения за небольшой фон в виде треска. Не заметили, что у нас один микрофон немножко стал потрескивать. Потом вроде бы исправили. Вот везде дорогу делают, Хилокский район. Так хорошо ехать без соседей, да? С каких соседей? Ну, без машин, без дальнобойщиков, например. Какой деньги строить свою дорогу? Не, у меня нету столько денег на свою дорогу. Вообще разделили бы фуры и легковые отдельно. Да. Круто было. Мы же мешаем фурам. Знаешь, как мешаем? Они Чем нас мы им мешаем? матерят. Да? Ну вот да. Да потому что до хрена кто из водителей не понимает, что такое управлять фурой. Что мгновенно Я её вот, не например, не остановить. понимаю, как управлять фурой. Ну, и управлять фурой проще, чем обычной машиной. Это как и обычной машиной. Просто единственное, то нюансы в торможении, в маневрировании. Вот эти вот маленькие, которые нырки. Как нас называют. Да, нас называют, которые увидели, блин. Они же, водители фур, не так просто оставляют место между собой. Не для того, чтобы ты там туда мог занырнуть, торопящийся. Где-то. Поэтому А для попробуй чего так они? Для под- торможения оставляют? Ну, конечно, попробуй остановить такую махину, когда у тебя 30 тонн на жопе висит, блин, у тебя колом ее поставить, у тебя прицеп тебя сравняет. Блин. Поэтому надо, Так они еще умудряются гонять. ну, гонять можно с головой, можно без головы. А, Профессия-то молодеет, сейчас молодежь это на фурах-то тоже до хрена кого. Права получил, блин, и все, у нас я поехал в рейс, блин. Ну, блин, надо же когда-то начинать. С чего-то. Кому-то дано за рулем ездить, кому-то не дано. Это, ну, к примеру, как у нас в пожарной охране. Пришел новый водитель, да, на пожарную машину. И, ну, его, естественно, сразу же не садят, наверное. Я не знаю, как у них там это происходит, но просто так вот за много лет моих наблюдений. Его сразу не садят, он там то дневальный, то по кухне. Потом, видимо, он, может быть, скорее всего, пассажиром ездит, стажируется или как, а может быть, с кем-то со старшим. Я, честно говоря, этого не видела, не знаю. Но есть такие водители, которые пришли работать на пожарную машину, их временно посадили на легковую, там, допустим, начальника возить или кого-то, и все, и он так и остался на всю жизнь на легковой. Ну, не на всю жизнь, а до пенсии.
приходят ведь на пожарке работать, а не на легковушке. Видимо, им, значит, не дано, да? Не судьба. Наверное. Некоторые, я знаю людей, которые не умеют кататься на велосипедах и мотоцикле до сих пор. 40 лет. Я тоже не умею. Костя, привет тебе. Какого Костя? Знакомые недавно разговаривали, что он до сих пор на велике не катается. Ну, а ты что, катаешься, что ли? Ну я-то хоть умею. Нет, ну, блин, уметь и кататься, как бы, сесть, прокатиться. Ладно, мы все в детстве катались на этих великах. И помнишь, мы несколько лет назад на Димином или на Антона велике на даче катались, на чьем-то из детей, короче говоря. Покатались, посмотрели. Ой, ладно, не буду. Потом тебе без камеры расскажу, а то обидится. А некоторые-то люди же вообще прям на великах катаются там по городу, куда-то там в турпоходы ездят. Я вот, допустим, так не готова. Сесть и там Секундка на Алтай уехал. сколько-то километров. Ну, не на Алтай, допустим, у нас там, ну, в лес куда-то, на речку ездят. Некоторые прям, я вот вижу, статусы, допустим, выкладывают на велике там куда-нибудь до Табаги и обратно. Не, ну это круто. Не, это круто, да, но я вот не готова, допустим, к такому велопробегу. Для меня это... Велопробегу. Ты в машине едешь, у тебя часы говорят, отличная прогулка, это пробежка или как? Но позавчера они мне, видать, сколько по кочкам ехали, по камням. Они мне где-то уже после обеда сказали, Тормози уже, что сердечко встанет. ваша, говорит, это норма выполнена, 7000 шагов. Я не знаю, почему он 7000, откуда он 7000 взял. кочек было. Какая норма, я не знаю. Но 7000 шагов я прошла, сидя в машине. За полдня где-то примерно. Сейчас мы уже к Бурятии, наверное, подъезжаем, да? Да, сейчас будет бурятский район. Бурятия уже. Надо машину помыть. Вчера хотели где-нибудь в Забайкалье коптер запустить. Но какой-то везде был дым, не стали. Красивого места не нашли. Сейчас вот хотим опять, планируем, где Селенга, в том месте, наверное. Ну, на смотровую подняться, жопу размять. Да. Потом высоко, блин, так подниматься, ну, придется, да? Надо тапочки будет, не тапочки, а башмаки одеть. Пока едем. Вот немного дальше проехали, опять дым, опять все горит, прямо огонь. Пеньки догорают. Ого, какая черемуха пушистая, а может не черемуха. В Бурятии, в Улан-Удэ, говорят, тоже дымка. Ну, в Чите, наверное, похлеще. Ну вот, друзья, 10 часов утра, мы въезжаем в Бурятию. Привет, привет, Бурятия. Еще час назад ехали, Антон говорит, ты заметила, что стекло чистое? Я говорю, ну подожди, говорю, они в 10 часов обычно просыпаются. Вот прямо как по расписанию, в 10 часов они начинают хлестаться в стекло, эти гады. В прошлом году замечали, не только в этом направлении, и во Владивосток, когда ездили. С Владивостока, то есть. Уже утром едешь, они спят. В 10 у них подъем, по всей видимости. Потеплело и понеслась. Да, они проснулись такие, пойду-ка я
пиздярится в проезжающую машину. Антон. Да, блин, ну я не знаю, как по-другому это сказать, но они что еще делают-то, блин? Ужас какой. Скажут, мат все видео испортил. Ну поставь плюс 18 там. А плюс 18 тогда вообще он будет, никому не будет показывать. Когда Ну ты не ставишь. 118. 118. Не, ну а как по-другому? Ну, Расхристались. я вот, ну да, вот, кстати, я вот подбираю уже слова. Я-то не матерюсь вообще же. Ага. Почти. Не пью, вон, да посмотри, об стекло мне разбился. Там карьер какой-то. Там было написано, какой карьер, но я уже забыла, пока проехала. Большущий. Пыль стоит до неба. Песенку Белазы. О, Да. кстати, мы же в Нерингре хотели посмотреть эти белазы. И забыли вот опять, да? спеть. Да, мы что-то Нерюнгри хорошо так быстро прошли. Ну, Мы незаметно. быстро так хорошо из Якутии выехали к Кадрине. Вот смотри, там тоже дым. Это пыль, наверное, от карьера. Видишь, она прямо над карьером стелется вот облаками такими серыми. Они скорее... Сегодня у них какие-нибудь взрывные работы были, поэтому... По четвергам. Это у нас по четвергам, а здесь может по другим дням. Прямо пыль-пыль. Смотри, воскресенье, а они прямо шуршат только в путь. Белазы эти. Фига песочница. Сочницы, да. Ну, смотри, там аккуратненько там выгрузили что-то. Тортик с колени сложили просто. Квадратник. Я в детстве такой в песочнице. Пирамидку. Да, и прямо вот видно же, что стелится оттуда. Там-то впереди чисто. Да нет, где чисто там упор не видно. Ну нет, ну дымка, но не так. Хрен его знает. Сказали же, что в Улан-Удэ тоже дымка. До Улан-Удэ осталось меньше 200 километров. Заправились на Омни. Купили вкусный кофеек, попили. Пописали. В туалет сходили. Ага. Ты хоть ноги не описывала? Да. Я хоть ноги не описала, да? Вырежешь потом. Нет, не буду вырезать. О, коняка. Вот здесь где-то будет мойка. Что ж такое-то? Я помню. Мойка да Здесь мойка. была авария тогда. В прошлом Да? году мы ездили, да. Я не помню. Грузовик, помнишь, с бочкой из какой-то он перевозился? А, с бочечкой-то, маленький-то. Да, да. Не грузовик, а какой-то вообще. Грузовичок из лобового стекла вылетел, чел, блин. Вот, кстати, вон Да-да. Роснефть там. Я еще в прошлый раз говорил, что надо запомнить. Ну вот, наверное, это и есть Мухор-Сибирь какой-нибудь. Да, вот там мойка, вот сейчас. Никольск. Заедем, малыша, а то он чешется весь. Чешется. Тунем. Я-то свой коврик промыла чупа-чупсом. Мой коврик можно не вытряхивать. Так, Роснефть. Блин, по бешеным ценам заправились. Ладно, что? 60, 90, 85, 60, 85. А мы был 60, 60, 90 заправлялись. на Омне? Нет, мы заправлялись там, в Чите. А, А мы сейчас заправлялись по 68 вообще. да. Ужас какой. Ну вот, запомни. Да я каждый раз, как мы едем, я запоминаю, и так и с башки. Ну надо вообще, может быть, записать, а смысл, ну и что мы. Ну а ты помнишь, знаешь, как этот район называется? Я не знаю. Мухор-Сибирский, стопудово. Мне просто это название А чё, понравилось. автомойка-то Мухор-Сибирь. А, точно, вот это же автомойка. Капец, блин.
Ой, капец, блин. Капец, капецный. Никольска, да. Тут едешь, вот уже, ну, сколько времени едем, такой лес прямо чистый. Там везде дым был, до этого пыль везде была. Тут прямо так приятно. Глаз радует. Зелененькое все. Трава, правда, еще сушеная, прошлогодняя. До сих пор. Красота. Что ты там спеть-то хотел? Я не помню уже. Ладно, вспомнишь, скажешь, я включу камеру. Вот такие виды красивые открываются перед нами. Здесь уже прямо интересно ехать. Вот от Бурятии уже прямо, да, не скучно. Шпатики. Деревеньки, поля, леса, горы. Едем, семки щелкаем. Не курим же теперь, чем занять себя. Смотри по сторонам. И курильщиков щелкай. придираем. Что? И курильщиков придираем. Они хуже алименщиков. Да. Не курим, блин, не пьем. Вообще. Друзей потеряли. Нет, друзей не потеряли. Друзья у нас хорошие, понимающие. Да, они сами забрали вещи и съехали нам. Со своих адресов, чтобы мы их не нашли. А то вдруг мы их еще заставим бросить пить и курить, да? Не, ну мы пить-то не навсегда же бросили, да? А? Не знаю. Потом же мы запьем опять. Не знаю. Запьем, в загул уйдем. В запой или как Да, это там. торпеда закончится. Через годик, блядь. Но я надеюсь, курить-то мы больше не будем никогда. А? Нет. А зачем смысл какой курить? Здоровью А вредить. смысл пить? Блин, а вот пить, слушай, хочется. Нет, не хочется, я имею в виду вот прям почему-то это... Пивка хочется холодненького иногда. Вот Через год торпеда Мухор-Шиби, закончится. 29 километров. Улан-Удэ 136. Иркутск 591. Сколько много тоже заброшек всяких. Вот какая-то, видать, ферма когда-то действовала. Сейчас стоит разрушенная. Машин много стало, да? Да, капец, как много. 10, вот уже 10:30 попросыпались все. Поехали работать. Да, автовозик, ты куда там встречу? Объезжают там какие-то дырки. Может, он обгонять пошел. Но обгоняет кого-то там. Там кто-то встал. Смотрите, все как цветет. Туда далеко деревья эти. Все белоснежные. Что это такое, интересно? Черемуха, что ли, дикая? Откуда ее тут столько много? Кстати, черемуху я видела дикую у нас на Ботоме. И не только видела, и ела. Прямо беленькие стоят деревца.
пожаловать. Гляньте. Здесь вообще серые, бедные. Умерли. Сейчас уже селенга где-то начнется, да? Андрюху готовь. Андрюха готов. Буди. Он не спит. Ждет. Андрюха это коптер. Андрей Светланович. Дрон. Ну, дрон. Какие-то фермы, конюшни, коровники, не знаю, что там. О, люди там картошку сажают. Красота. Овечки пасутся у них там во дворе. Что еще интересного? Тут еще какая-то деревушка впереди. Стекло, видите, уже, да? Заметно заляпалось. А это не деревушка, это вообще домик какой-то просто стоит. Там лучше деревушка правее. Ну да, деревушка там. А тут я думала впереди еще что-то. Он один одиноконький такой стоит. Голубенький. А, нет, там внизу еще что-то есть. За горкой просто не видно. Так видно. Такое все мрачное. Домов столько много. Друг на друге понатыкано. Лошадки пасутся. Вот. Вот это красота. Хара-Сибирь. Увидели тут мойку самообслуживания. После Мухор-Сибири сразу. Это решили. Вроде открыто стоит. Мы опять ну. неизвестно где. Да? Работает. Потерялись. Оль, мы мыться едем. Чего ты нервничаешь? Ну, Мухор-Сибирь, а нигде, неизвестно где. Ты-то чистая там сидишь. Не Я не вылазь. нервничаю. Я же робот. Потом об этом поговорим, ладно? Ответит? Нет, молчит. Пошел. Процесс пошел. Инструкция. Вот, короче, после Мухор-Сибири сразу же слева стоит мойка самообслуживания, шиномонтаж и стоянка. Здесь хочет он сделать платную стоянку для больших грузов. Там вот отгораживаются, говорит, будет стоянка для автодомов, чтобы могли подключиться к электричеству, к воде. В общем, открылись в январе они только, новенькая еще, все свеженькое. Пока вот так здесь. Но строительство идет. Домики, говорит, будут, туристическую зону сделают. Видимо, там вот уже строятся эти домики. Не пойду туда. Вот кафешка рядом стоит. Кафешка не его, если я правильно поняла. Так,
чистенько, аккуратненько. Называется Комфорт Парк. Работает с 9 до 18. Что на монтаж тут такой крутой. Все новенькое, свеженькое. Несет меня сейчас как... Бля! Ни хрена себе! Вот это напор! Сейчас... Смотри, если бы сетки не было этой, камушек пролетел. Ого! Ну-ка, убери-ка руку. Вот это да, вот это вмятина. Главное, не куда-то именно. Ну вот я же говорю, был удар такой А ты нехороший. говорил, это на Нерехте еще. Мне кажется, это здесь уже позабайкались. Да? Нет, где-то еще был какой-то удар. Сеточка у нас двойная, если что. Под решеткой тоже есть сетка. А то сейчас все скажут, надо было внутри. Внутри тоже есть, и снаружи есть. Такая вот маленькая. Просто мы вчера ехали, видели, что вот так вот люди прицепляют огромную сетку, а потом, оказывается, краска обтирается на машине. Просто у нас друг так ехал с такой сеткой. И в тех местах, где соприкасалась, видать, пыль, песок попали под сетку, под эту, и натерли краску. Сейчас протремся и поедем дальше. Тебе помочь? Не мешать. Самое главное, не мешать. Не мешать, так и не мешать. Кстати, сегодня 25 мая. На улице. Сейчас время 11 утра. Погода, температура воздуха плюс 25. Жаришка такая. Антон калории выгоняет. Вших, 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 вших. Суетолог. Для бузов готовлю. А, для бузов. А тебе не влезет, а тебе не влезет. Ну ладно. Не очень-то и хотелось. Ну, большая машина, да? Большая ширина. А, большая ширина. Обалдеть. Что они там такое везут? Что тут такое? А, это маленькая за них сопровождает, да? И впереди, и сзади сопровождение. А, да? Ничего себе. Я теперь понимаю, почему у нас на мойках работают. Одни моют, другие вытирают. Почему? Потому что руки отвалятся, если ты будешь мыть и вытирать. А, да? Устал? Да нет, не устал. Но вторую бы я уже мыть не стал. М. Тихо, у меня там еще справа что-то выпирает, да? Угу. Кронштейн какой-то. Куда ты идешь? Ну я вообще не знаю, как они моют-то так. Мы просто так, блядь, тут едем, да? Но. И ждем, когда ты приедешь. Тут еще сплошная, как бы. Ну, вообще все зашибись. Ну, давай на повороте, идиот. Вообще странные, конечно, люди. Ну, я пистолет-то этот взяла, блин, меня вместе с ним чуть не унесло. Это вам не то, что дома. Что, пылюки много было, да? Да, пылюки много было, особенно жопа. Хорошо, давай резиночки там усилил шнуром, что сюда не пропадала шире. До этого она уже как цементировалась там. Хотя вроде влага, мы же в дождь не попадали нигде, никак туда. Но влага, видимо, все равно какая-то была.
Подъезжайте потихонечку, еще тормозну секунду. А впереди нету сопровождающей. Только сзади. Ну, для тебя место оставили, ага. Ну, препятствовать обгону мы не имеем права. Ну да. Он торопится просто. Какать хочет, блядь. У него понос. Может. Так, вот с красной кабиной проходит самосвал. И там, по-моему, окошечко будет, да, у нас? Ну, как будто бы, да, но там горка за ним дальше. Может, там Там кто-то хотя бы. уже тащится. Обгоняйте чисто впереди, обгоняйте. Ура! Ну ты вышел, на газ-то нажимай. Я пошли большой за ними. Чисто. А, Вверх, вниз. впереди идущий. Ух, как далеко дорогу видно. Красиво. Слушай, а как эти вот возят же тоже там Блядь, ровно в ход. ракеты? Мост. Их ночью возят, останавливают движение вообще. А, да? Ну, их же по городу и по трассе не возят. Ну, Может, сейчас тебе здесь там какую-нибудь ступень везут. ну, скорее всего, запчасть какую-нибудь. С космодрома Восточный на Байконур. Да-да-да. Там не пригодилось, может, там полетит. Там разобрали туда. Там погода нелетная. Работает. Ну а какую там, где елку-то везли, тоже движение останавливали? Ой, блин, и в Новогоднюю Москве елку. возили, В Москве, останавливали. по-моему, же, да? Самую большую яйца выбили. Так ее комиссионно выберут. О, рыбаки. Ну вот, а мы удочку не взяли. Я же говорила, Большой надо набор брать. пошел. Коровы или кони? Не видно. Сейчас приблизим. Коровы. Тушенка бурятская. Блин, ровно на фоне, на уровне глаза раскреначился. Теперь у меня, Скотина. Скотина. ну, Сколько тушенки ходит много. Бурят мяспром. Вчера в Чите купили воду минеральную, Кука курортная, газированная. В прошлом году она нам понравилась. Решили взять. Ну ничего, такая нормальная. Но почему-то мне кажется, что наша якутская вода вкуснее вся. Газированная, не газированная. Или мы уже просто привыкли к вкусу нашей воды. Даже вот мы с собой взяли 2 5-литровки, а вон еще тушенка. Тушенки целая гора ходит. Взяли с собой 2 5-литровки в дорогу якутянку. Якутяночка, или как якутянка, она в зеленых-то бутылках. И вчера, когда умывались, перелили в бутылки. И вот пили ее, прям вкус отличается. Она вкуснее, чем которую мы там Святой Источник, что там еще в таких литровых бутылках Байкал покупали. вкусная вода. Мы Байкал в этот раз с собой не брали. Байкал мы уже рекламировали в прошлом или в позапрошлом году, что его во всем Якутске скупили. Камера на 70. Все поехали покупать его. И мне кажется, вот он сейчас уже не такой стал, как был. У него прямо вкус был вот, вкусный. А сейчас, по-моему, так себе. И, кстати, у нас на заправках он 130 стоил вчера, маленькая бутылочка 0,5. А здесь сегодня вот на Роснефти в Чите посмотрела 110. Ну, хотя в магазинах он дешевле, конечно. Сейчас посмотрим, сколько он на Байкале стоит.
Там, наверное, такими 200. маленькими не продают. Да все может быть. У нас так бывает. В зависимости от локации сумма увеличивается. Ну, Тарбагатай. Улан-Удэ 76 километров осталось. Штабакин. Шпатыкен. Короче, запало нам на это название ручья или речки Шпатыкен. И мы назвали своего кота, который с яйцами, вот там вот сзади висит на заднем стекле. Назвали его Шпатыкен, потому что у него имени не было. Главное не забыть теперь. Это вот захочешь его так позвать, Эш. И забыли, да. Прикинь, с левым рулем, да, и с правым рулем ехать. Нет, вообще нереально с правым рулем ехать. С таким Я трафиком. сижу справа, получается же, да, и вот мне, чтобы там увидеть что-то, это действительно так выглядывать надо. Неудобненько. Как ты в прошлом году ехал? Намучился. Намучился. Тяжело тебе было? Шея, как у жирафа была. Ну да, устаешь туда. Хотя и камера была, все равно же ты, кроме камеры, сам еще убедиться выглянуть. Она же все равно глазком верить надо. Ну да. Что-то как-то ты холодно, что ли, сделал кондиционер. Деревушка какая-то. Написано что-то на горе, не вижу. Сейчас. В зеркальном отражении. Да? Думаешь, зеркально? Нет, там что-то какое-то, видимо, бурятское название. Поэтому нам непонятно, если бы там было написано там. Вот так. Бадмехум. Бадмехум. Очмани. Бадмехум. И рисунок какой-то. Оммани. Бадмехум. Интересно, что это означает? Оммани. Бадмехум. Напишите, кто знает. А мы не будем гуглить. Посмотрим ваши ответы. Все самое красивое проехали. Я решила телефон включить, да? Продают. Сейчас еще одна такая же деревушка будет, которые коричневые, которые всем одинаковую краску завезли. Тарбагатай. Еще одна деревушка с рыжими домами и зелеными заборами. И синими машинами. Интересно, ставни закрыты у многих домов. В отпуск или навсегда? Причем домики-то аккуратненькие, выкрашенные, а ставни закрытые. Нет, этот старенький вид. Ну да. Камни грузовиков не отлетали. Какие тут камни-то, блин? Че ты меня стебешь все время? 20 лет со мной живешь. Не 20, а Через 25. 500 метров держитесь левее. Иркутск 500 километров всего осталось. Держитесь левее. Но каких? Со всеми этими Прямо 30 километров. перевалами. Загруженная трасса. Вот на
Красноярска будет самая веселая. До Омска даже самые загруженные участки. Ну, на Урале тоже. В принципе, по всей России. Да, в принципе, мы все равно едем, доедем. Да? Пялились в одну машину, надоело, погнали в другую, пялились. Короче говоря, хотели на смотровую завернуть, она слева, там все битком забито, автобусы стоят с туристами. Поэтому мы, видимо, обломались опять. Когда обратно будем ехать? А по правой стороне знаки стоят, запрещающие остановку. Поэтому вот так вот. Хотели Селенгу показать сверху. Не получилось. Сейчас где-нибудь справа все равно карман какой-то будет стопудово. Стоянка какая-то. Мы на него встанем, да и все, и поднимем коптер. Тоже вот зачем на деревья позавязывали свои эти, блин, пакеты, там какие-то тряпки вяжут. Потом это все пылится, висит страшное. Деревья. Деревья потихоньку умирают. С той стороны есть, это тоже есть. Ну, хорошо. Речку видно, горы видно. Ты хочешь поднять коптер? Да? О, наши колеса приехали, вот эти, которые вчерашние мы обгоняли. Коптер поднять. Тут гиббоны еще стоят. Ну и чё? Чё нам эти гиббоны? Может, здесь масло меняли, да? Да, 10 лет, это сам больше 10 лет назад. Сейчас прикол поймала, расскажу. Звонила в гостиницу на Байкале, место забронировать. Здравствуйте, говорю, у вас есть палата двухместная? И она говорит, номер, говорит, да. Ну и все, естественно, меня как порвало, я ржу не могу. Антон ржет, сидит тоже тут, вместо того, чтобы поддержать меня, заткнуть рот, например. Что, заплакать надо было? Эта девушка ржет тоже там на том конце. Вам, говорит, с одной кроватью или с двумя? Я говорю, с одной двухместной. Она говорит, двуспальная. Я говорю, ага. Это ж надо, блин, такое ляпнуть было. Палата двухместная. Короче, видать, уже ку-ку. В общем, сейчас мы в Улан-Удэ пообедаем. Не в Улан-Удэ, а за Улан-Удэ. В нашем любимом кафе с ЛНГ. И поедем дальше. Сегодня хотим в Култуке остановиться, переночевать, чтобы завтра раненько встать. Ну, мы как бы сегодня пораньше должны, по идее, приехать. До Иркутска не поедем. На Култуке переночуем.
А завтра рано встанем, также выспавшись. И топнем по серпантинам. Пока никого нет, пока все спят. В прошлый раз мы хорошо их так прошли. И даже в Красноярск мы вовремя приехали, да? Раненько приехали. В общем, посмотрим, какая загруженность будет дорог. Завтра-то понедельник, а тогда-то, по-моему, мы в выходные ехали. Нет, не выходные. Мы же из дома в выходные вышли, как и сейчас. Ну вот, мы опять в свою любимую СЛНГ. Вот Маршрут перестроен. Да что ж ты орешь-то? Есть столовая Селенга. Мы там ни разу не были. Мы вот как зашли один раз в кафе СЛНГ, а там какой-то ремонт, смотри, идет. Что они строят? Уже. Ну да. Машины стоят. Все открыто, все работает. А, вот банкетный зал же у них еще есть тут. Нет, там ремонт идет внутри. Бляха мать. Открыто. Да. Музыка классная. Здравствуйте. Салатик заказали. Сейчас еще что принесут. Если не забуду снять, сниму. Арбин с печенью. Это печень жеребячья и жир. Сало. Жир. Сало, жир. Кайрочек. Лагман бурятский, да? Вкусно тебе, деточка? Супчик из баранины. Чай зеленый с молоком. И как это называлось? Ролл хушур, да? Угу. Такой симпатичный. Там аджика, да? Вкусненько тебе? Вообще вкусненький. Рубленое мясо будет. И традиционно бузики. Убийство. Главное, чтобы мы не треснули. Жаришка, конечно, на улице, мамочки. 27 градусов было. Сейчас, мне кажется, еще жарче. В общем, вот. В который раз показываю. Перед Улан-Удэ, если едете из Иркутска, кафе СЛНГ. Тут у них идет ремонт. И они вот в этом маленьком помещении, написано «Открыто». Короче говоря, туда заходите, садитесь за столики, они вас видят в камеры, выходят и принимают заказ. Быстро, вкусно и недорого. Мы покушали на 2000. 2140. И заказали, получается, 2 супа, салат. Куртки кожаные тоже 3. Печень вот эту, арбин с печенью. А, что еще-то было? Кондер добавлю. Хушур. Вот хушур мне не понравился, Антону понравился. Там морковки много. То есть там морковку не видно, как будто бы. Но вкус морковки присутствует. А я не люблю вареную морковку. Я только сырую. И 5 буз. Короче, О, боже. много вкусно мы не доели. Если честно. Потому что в нас не влезло. Мы как сумасшедшие вечно. В общем, предложила Антону в следующий раз брать всего по одному. Все надкусать. Все нет, я имею в виду, допустим, суп 1 на 2. Я много супа не съем, там несколько ложек мне достаточно. Ну ты съешь все самое вкусное. Второе. Я не буду самое вкусное, я только бульончик поем. Второе какое-то одно. Салатик 1, потому что порции такие не маленькие. За квасом очерединка. И все не съедается. За квасом где? Вон бочка с квасом стоит. Ага, через дорогу очередь. На машинах остановились. Покупают. Так. Ну, а мы в сторону Байкала. Нам нужно налево повернуть. Ну все, счастливого пути нам.
Ой. Время 2:19, 14:19. Мы покатили до Култука. Речка. И на той стороне, и на этой стороне рыбаки стоят, люди отдыхают. Там даже купаются. Даже купаются. Ну а что, ты будешь? Нет, я не буду, потому что берег грязный. Что я Антону сказала, что я в каждом водоеме по пути буду купаться. Ну что-то как-то в грязном не хочется купаться. Там ножки замараю, грязьку сюда принесу, придется из бутылочки ножки поливать и т.д. и т.п. Поэтому... А так на улице 30 градусов, 31 там показывала. Машина 30 показывает. Жаришка. Окошко приоткрыл, туда горячий воздух идет. Здесь уже земля даже к нему прогрелась. Наверное. Там вон домики такие, дачи, видимо, может, какие-нибудь или что. А может, деревенька какая. СНТ Колос. Ну да, скорее всего, дачи. Антон говорит, тренировочные серпантины. Это после Улан-Удэ. Впереди камера на 40. Потом перед Иркутском будут. Заряжаются микрофоны. Тут заряжается дрон. Кстати, дрона зовут Андрей Светланович. Я тоже заряжаюсь. Блин, что-то я здесь не помню таких серпантинов. Гули-гули. Были-были? Были-были? Гули-гули. Гули-гули. Поезденыш маленький с нами едет. Уже в камере на 60, видишь, тоже скинул. А, да? Чистенький вагончик, да? Что, Вон тебя люди купаются. завожу тебя? Показываю. Много прям купаются. Да детки же. Ну, взрослые тоже там. База какая-то. В прошлом году там мы, блин... А, мы в июле ехали обратно. Купались, жара была. Так что май месяц. Бурятия Сейчас Байкал купается. залезешь. Слушай, ну в Байкале, наверное, еще холодно. Когда нас это останавливало? Ну, я всегда говорю, что если бы была со мной моя компания, я бы залезла в Байкал. И в холодное море зимой. Но одной как-то не камильфо. Вон, видишь, к слову о перевозках китайцев впереди. Вот это китайцы? Да. Вот они избивают всех. Перевозки наши. Вот смотри, ихние номера Ага. на наши камеры, пофигу, им штраф не придет. А да ты чё? На весовой им можно проехать, пофигу, им штраф не придет. Ага. Платон они вообще на него забили. А наших со всех сторон. Вот они тебе где. Конечно, где тут не будет кризиса в грузовых перевозках. А нашим в Китае ездить нельзя. Да мы всех принимаем, что нам? Гражданство всем даем. Можем этим китайцам дать, что? Раз уж приехали. Карифана по рации его спросить. Ага. Что-то их там много так едет. Все китайцы? А впереди еще китайцы. А? Да.
Ну, они по одному не ездят, боятся. Чтобы пизды не наваляли. На стоянке. Выхлопную прочистят, блядь. Хорош материться. Мы же уже это обсудили. Что мы обсудили? Что это для связки слов? Нет, не надо. Лучше лишний раз. Ну, в Челябинске на заводе решили устроить день без мата. Парализовали полностью все производство. Почему? Потому что мастер не смог объяснить рабочим, что надо сегодня делать. Ого, что за караван впереди идет? Хотела рассмотреть, что там за китаец, а у него тонированное стекло. Ни хрена не видно. Не стекло, а зеркало. Ого, что там за торнадо поднимается? Потому что 32 градуса не аномальная. Ничего себе не жара. закручивается. Что-то у меня уже рука сгорела вообще конкретно. Ну, одень что-то. Жарко. Ну, давай оденешь эту белую рубашку. Пойду кушать, пятно посажу и ты Так подзатыльник. ты не ходи в ней кушать, здесь сними. Ехай в ней. Которая для пляжная, это вот это вот. Я тонкая. понял, что. Так, что микрофоны? Микрофон, наверное, заряжен, кейс выценил. Блин, 1%, я ничего не понимаю, почему. Не воткнула до конца, что ли? Не Было. заряжает? Заряжает. Просто было 4, было сначала 0, потом 4, сейчас 1. Они, видать, микрофоны жрут там, поджирают из кейса. Вытащи. Пускай голодают. Нет, они же нам пригодятся еще. Пускай поджирают. Давайте познакомим вас с нашим новым членом семьи Андреем Светлановичем. Вот есть у нас такая игрушечка теперь Очередная. с такой записочкой. Верните меня маме, пожалуйста. Это на случай, если вдруг он улетит от меня и потеряется. Ну, мало ли. Потому что я же только сегодня второй раз его самостоятельно запускала. Ну, вроде бы получается. Дальше посмотрим. Берешь звук? Дома сохранились, блядь. Ругаемся, блин, обгоняют все прям вообще по барабану на бешеной скорости, летят прямо в лоб. Как вообще можно так? Ни себе, ни людям. Или он думает, что тут все притормозят ему навстречу, а кто-то, блин, не среагирует. Фу-фу-фу. Идиоты. Жара на улице, вот 31, там 33 скачет туда-сюда. И на дороге вот этот вот гудрон, которым заливали, видимо, щели, он прямо плавится и размазывается, если по нему проехать. Сейчас сколько? 31? 31, мы когда со скоростью идем 31, когда медленная скорость сбавляем там, до 70, 32, 30. Если остановиться, все 40, наверное. Веселенький озон. Ну, когда проезжает, аж настроение поднимается. Ну, симпатишки. Приближаемся уже к Байкалу. Действует особый противопожарный режим, везде щиты стоят. Въезд в лес запрещен.
Да сколько их можно обгонять-то, блин? Одну колонну обгонишь, другую упрёшься. Лас-Вегас. Лас? Я Лас не видела, я Вегас только увидела. Тут же коровы. Тушенка. Тушенка. Овечки периодически. Короче, алтайская баранина, алтайская говядина. Алтайская. Ой, алтайская. Бурятская. Ты в палате все ночевать будешь. В двухместной палате. Пипец, алтайская. Ну все уже, короче, крыша едет. Я на Алтае, видимо. Не в Нюке. Сейчас была деревня Таракановка или там поселок Таракановка, не знаю. Кабанский район Таракановка. Вот чувак на велике едет, он же одетый, блин, с ног до головы. Я не знаю, ему не жарко. Он худеет. Так он худой уже, куда еще худеть-то ему? Река Кабания. Это вот этого братья того китайца их догнал просто. Там штуки 3-4 штуки. А, Давай, Си Цзиньпинь, гони! Русского Ивана обошел. Сейчас. Я следующий. Вообще киргизы, блин. короче, вот там на горе, походу, тоже горит. Шашлычок тут аж, блин. Нихера себе шашлычок. И вот там горит. Там прямо клубами дым валит. Вот, видимо, о том, что в новостях говорили, что в Бурятии горит. Вот оно и горит. А люди не верили, что впереди камера на 90. Бабушкиным тут есть отрезок дороги, который ремонтируют. Почему? Мы китайцы показываем экскурсию. Да. Пылюка, каменюки. О, не видно. Красненько. Кстати, перестали биться. Видимо, жарко им. Они в такую жару не гуляют. Ну, у них обед был уже до 3. А, да? Они же с 10 работают. Ага. Обед с 2 до 3. Ага. Фух. Точно китаец. У этого не затонировано. Поравнялся и едет, обогнать не может, блин, и Да его машину не берет, блин. Ушатанная. что к чему вообще? Все, и всем закоротил, блин. И все. Единоличника никто больше не поехал. Вот везде плакаты. Доступ в лес запрещен. Штраф от 4000 до 500 тысяч рублей. Омнефть 95 61 19. Ура! Первые виды Байкала. Солнышко, красота. Деревья старые спилили. Вы совсем бы спилили бы, нафиг они.
Одни стволы стоят страшные на дрова. Это бабушкин. Да хоть дедушкин. Но это бабушкин. Бабушкин. Улица Карла Маркса. Справа была. А это улица Ленина. Ну, как, в принципе, в любом городе центральная улица. Обычно Ленина. Такие домишки печальные стоят почему-то. Бабушкина. Там, наверное, хотя бы возле моря-то. Эй, возле моря. Все, блин, точно. Ку-ку. Возле озера. Хорошие, наверное, домишки стоят. Какие-нибудь базы-то есть. Интересно, вот это что такое? Рельсосварочное предприятие. Ух ты. Тут поезда ремонтируют или рельсы. Ну что ты ржешь, блин? Там просто поезда стоят. Может, им рельсы ремонтируют. С собой рельсы будет. Если нету, то ладно. Байкальск. 127 километров. Машинки, наклейка. Опа. Блин, прости, быстрее не могу. Не видно нифига, да? Тут тоже горы в снегу. Наверху еще не растаял снег. Байкалушка. Сейчас вниз спустимся, и его не видно будет. Там вон педалька есть широкая. Впереди камера на 90. Вот там такие волны. Тут все затоплено. А эти что здесь все столпились, стоят? Кафешку не вижу, просто стоянка. Тихий час у них, что ли? А, вот там наверху смотровая площадка есть, оказывается. Лесенка туда идет. Там кафешка. Наверху, чтобы калории сжигать. Ну, туда ты не так зажгешь. А вот обратно просто можно скатиться. Привет, привет, Иркутская область. Что долго вас там к тебе двигались? Везде реверсивное движение, везде ремонтируют дорогу. А там внизу железная дорога. Красивое место. Там кто-то купается. Купаются, да? Нерпа какая-то. Или утка плавает. Не знаю. Ныряет утка, видимо. Что-то большое. Какой-то большой птиц. Вот он. Мы тебя встретили, Почта России. Так вот вы почему так долго едете? Почему? Еле едет. Багажный. Почтовый. Ну что, друзья, 6 часов вечера. Мы приехали в Слюдянку. Тяжелая дорога.
сложная. Тяжелая, Впереди устал. камера на 40. Ремонтов много, серпантины, трафик большой, обгоны постоянно. Ты без микрофона Ну и говоришь. хорошо, переведи. Громче говори. Ну, я вообще так на будущее. Да, ну тяжеловатая, сложноватая дорога. Ну вот нам еще получается до Култука. Сколько там километров? Да? Не смотрела. 12? 12 до Култука. По навигатору. Вот, едем. Едем дальше. Вот так. На Слюдянку, наверное, не буду показывать. Что каждый раз ее показывать? Туда показываю, обратно показываю. Смешная Слюдянка. Серенькая. Столько машин через нее проезжает. Вот в Слюдянке даже фонтан есть, оказывается. Я люблю Слюдянку. Типа парка какого-то, сквера. Центр. Интересно, Слюдянка это город или поселок? Не знаю. Я тоже не знаю. Наверное, поселок, скорее всего. Совсем же малюсенький. Сказала, не буду показывать, я сама показываю. Так оживленно. Мы обычно как-то вечером всегда проезжаем по темноте. Или рано утром. Ну да, или рано утром. ЖД вокзал направо. Симпатичный такой ЖД вокзал. Так, тут река Слюдянка, но ее нет. Забыли налить. Забыли налить. Ну. Сытый папа, продуктовый магазин. А здесь же где-то будут такие дома-пожарники, да? Слева, где-то на горке, на пригорке. «95-й, 60-60, Крайснефть». Интересно, в этой Слюдянке отдыхают люди или просто какой-то рабочий поселок просто и... Да нет, живут, работают. Нет, я к тому, что на отдых приезжают сюда там, к родственникам, чтобы в Байкале, блин, искупаться. На Байкале отдохнуть, не знаю. Там, наверное, на берегу какие-нибудь все равно есть эти базы. Байкал мебель. Кафе Панорама, вот же ж мы смотрели тогда кафе Панорама, только куда панорама на дома старые. Так, ладно, мы за этим едем, ни черта не видно. И все равно снимает. Ну да. Я уже 10 тысяч раз ее показывал. Боже, это что такое розовое? Это что-то же цветет.
Офигеть. Продается. Река Пахабиха. Какая-то площадь с мемориальной доской. Парк такой зеленый, красивый. Ой, по-китайски разговариваю. Нифига себе. Китаюз. Детская юношеская спортивная школа такая, не маленькая. О, китаюзы разговорились, а мы еще думаем, интересно, они разговаривают по рации, как они там. Вот они так и разговаривают. Вон они, дома пожарники. Не знаю, почему пожарники, ну похожи они на каких-то пожарников. Жук-пожарник же есть такого цвета. Вот поэтому. Все, мы почти уже приехали. Сейчас в кафешку заедем, поужинаем. А люди не верили, что впереди И потом- камера на 40. И потом спать в Байкальский рай. Также пораньше сегодня ляжем. Завтра пораньше встанем, чтобы пройти все эти перевалы култукские. Все, отключаю. Блин, там Байкал видно. Ладно. Короче, до Байкальского рая мы не доехали. 300 метров. Ну да, наверное, 300 метров. Мотель Тракстоп 38. Почему мы его раньше не видели? В темноте, по всей видимости. Мы вот кушали в этой кафешке до этого, и сегодня сюда заехали. Тут вот там вот магазины есть. Что-то там еще есть. Кстати, может, сходим сразу в магазин? Нам ничего не надо на завтра. А вам что-то надо? Не знаю. Пошли сходим. А потом номер покажу. Так, заглянули в номер чистенько, аккуратненько. Единственное, что у них нет двухспальных кроватей. Везде раздельные кровати, односпальные. 4200 номер стоит. И в Байкальском рае тоже 4200. Сейчас позвоню туда, отменю бронь. Извините, мы до вас не доехали, опасаемся. Да. Так вот. На въезде в Култук получается. Кафе. Ну, блин, в этот раз было как-то грязно в кафе. Девушка такая, она одной тряпкой мыла все столы. Вонючей. Ну, а по еде, в принципе, нормально. Но в прошлый раз было вкуснее. В прошлый раз и чище было, не воняло тряпкой. Да. Так, что тут? Рыба, сувениры, супермаркет. До 12 часов. Автомагазин есть. Там эти стикеры где-то 5 минут. Нужен, да? Может, Зайдем. туда сходим, или ты туда, я туда? Ну, пошли туда сходим. Он работает хоть до 8 часов. Работает он. Воскресенье же. Там, наверное, написано было, что выходное воскресенье. Без выходных везде. Здесь без выходных, а там не... Тоже закрыто? Нет? Открыто. Обращаться в супермаркет написано. Рыбой воняет. Сниму номер, пока мы сюда не заехали. 2 кровати раздельные. Пахнет свеженьким, вкусненьким. Есть даже водичка есть. Какие молодцы. Холодильник. Сейчас подключим. Сразу же, чтобы из своего холодильника переложить на ночь. Так.
Ой, ну классно, кстати. Чистенько, аккуратненько. Фен, все есть, меня все устраивает. 4200 номер стоит, ребята. И что удобно, что машина вот прямо под боком. Мыльно-рыльный, все есть. Все вот так вот. Уважаемые наши зрители, и снова мы говорим вам огромное спасибо за ваши просмотры, комментарии, лайки, подписки. Ждем вас каждую субботу в 9 часов утра по якутскому времени на нашем канале.